«Лица театра» – это подкаст о тех, кто работает, выступает и сотрудничает с Татарским театром оперы и балета имени Мусы Джалиля. Добрый день, меня зовут Алина Раджабова, и вы слушаете и смотрите подкаст «Лица театра». Новый выпуск подкаста посвящен 30-летию со дня приезда Рудольфа Нуриева в Казань. Весной 1992 года по приглашению директора театра Руфаля Мухамедзянова Нуриев дважды посетил наш город. 21 мая он дирижировал балетом «Щелкунчик». Сегодня мы побеседуем с заместителем директора Юрием Павловичем Ларионовым и художественным руководителем балета Владимиром Алексеевичем Яковлевым. Здравствуйте. Добрый. Владимир Алексеевич, я знаю, что инициатором приезда Нуриева в Казань был Руфаль Сабирович Мухамедзянов, а именно для этого он отправился в Санкт-Петербург, в Мариинский театр. Расскажите, пожалуйста, подробнее об их встрече. Дело было так. Олег Михайлович Виноградов, тогда был главный балетмейстер Мариинского театра, по-моему, тогда уже Кировский уже переименовали в Мариинский, по-моему, да? Вот, пригласил Нуриева, чтобы он станцевал балет Сильфида. И Руфаль Сабирович вызывает меня в кабинет и говорит: слушай, давай пригласим Нуриева к нам в Казань в любом качестве. Вот поезжай и иди пригласи его. Я говорю: Руфаль Сабирович, представьте, вот я поеду, кто такой я? Никто. Он меня не знает, я это его знаю, но он меня не знает. Говорит: давайте так, вы лучше, если вы сами туда поедете, и хотя бы скажете одно слово из самого ССД, он голову повернет к вам. А я, говорю, свяжусь с Нинель Кургапкиной, Нинель Александровной Кургапкиной, и попрошу ее, чтобы она устроила встречу Руфаля Сабировича с Нуриевым. Потому что Нинель Кургапкина, она была женой моего педагога, и было с ней очень хорошие отношения, она народная артистка Советского Союза. И она, пожалуй, единственная артистка балета, солистка балета Мариинского театра, которая не испугалась поддерживать контакт с Рудольфом Нуриевым, пусть тайно, но поддерживать. Доходило до того, что даже когда Мариинская труппа приезжала, скажем, в Париж, в Гранд-Опера, никто из артистов не подходил даже к Рудольфу Нуриеву, хотя он сидел в зрительном зале и смотрел репетиции. Да? А Нинель, она поддерживала с ним контакт. И, кстати, первую фотографию Нуриева я увидел у нее в квартире. Красивая была фотография, я еще спросил: Нинель Александровна, кто это такой? И вот тогда она сказала: кто это такой. Вот. Я попросил, чтобы она устроила встречу в театре, потому что вообще просто в Мариинку пройти не так-то просто, а уж встретиться, скажем, с Нуриевым, да еще тогда он был под статьей, достаточно проблематично. И вот она все это сделала, и на мой взгляд, по-моему, так и Руфаль рассказал, так оно и случилось. Он поднимается по лестнице, грим-комната, дверь открыта, стоит Рудольф, значит, Руфаль говорит, и сам повернулся, потому что не ожидал это, что в Петербурге кто-то заговорит по-татарски. Но я спросил: кто ты такой, значит, это? И Руфаль представил, что я директор театра Казанского, да, что мы хотели бы пригласить вас в Казань в любом качестве. В качестве дирижера, он тогда уже дирижировал, в качестве исполнителя, в качестве балетмейстера, в качестве гостя, в любом качестве. Вот. И как бы все это он благосклонно к этому отнесся. У него еще была встреча у Руфаля на сцене с ним во время антракта. Вот. И вроде договорились, он должен был приехать, у нас были гастроли в Москве, по-моему, да? Сейчас какого-то не помню, да? Вот. Я с ним пару или 3 раза разговаривал по телефону, он должен был приехать, мы были на гастролях в Москве, хотели его пригласить, и вдруг он исчез. Просто исчез, не отвечает ни на звонки, ни на что. Я не знаю, в чем была причина, да? Может, визу не дали, да? Может, он заболел. В общем, мы не стали, и потеряли всякую надежду, да? И вдруг, значит, раздается звонок от Владимира Вайса, это дирижер, прекрасный дирижер, у нас дирижировал одним из первых спектаклей «Анюта» в постановке Владимира Викторовича. И говорит, что, ты знаешь, говорит, мне, говорит, Рудольф пригласил на свое последнее турне Нуриев и друзья в Австралию. И вот ваше предложение, говорит, остается в силе? Я говорю: конечно, остается. И так без всякой надежды, собственно говоря, понимаете, без всякой надежды. И потом раздается звонок, Вайс, он говорит: все, Рудольф дал добро, он приезжает. И с этого момента, значит,
все действия переходят в руки Юрия Павловича, то есть это переезд там из Нью-Йорка, или откуда он там летел, там из Нью-Йорка, да, там, куда-то, там, в Москву, вот это, ну, вся эта технология, короче, этого переезда уже перешла в руки Юрия Павловича, там, и кто-то, может, и Руфаль там принимал участие. Вот так было это изначально, такая маленькая предыстория этих событий. Юрий Павлович Нуриев приезжал дважды в Казань, в марте и в мае, и вы оба раза его сопровождали. Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями о нем. Ну, я его встречал в 92 году, в начале марта, 3 или 5 числа, сейчас не помню число уже, в Шереметьево. Очень спасало меня то, что я не совсем представлял себе масштаб этой личности. Я к нему относился, ну, как к обыкновенному артисту. Вот. Приехал, Рудольф, здравствуй, улыбки, все, понимаете. Он тоже так хорошо воспринял, Юра, познакомились, понимаете. Я говорю, вот, давай сейчас мы с тобой поедем на обед. Подожди, сейчас мы еще одного человека, там еще один человек должен прилететь из Австралии. Мы его встретили, там молодой человек. И все вместе поехали, значит, к Владимиру Вайсу домой на обед. Вот. И во время чаепития тут вваливается Станислав Белза, небезызвестный всем, ныне, к сожалению, покойный, со своей кинобандой, и попросил Рудольфа записать интервью. Большое интервью было записано, часовое. К сожалению, это интервью не сохранилось нигде. То ли его размагнитили, то ли... Ну, в общем, это интервью, к сожалению, пропало. Скорее всего, да, что-то так. И вечером поездом Татарстан мы отбыли с Казанского вокзала в город Казань, в объятия Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. И вот здесь его уже тоже встречал, уже на перроне Казанского вокзала. Да, здесь встречали кое-кто. В Москве никого, никакой прессы не было. Это вообще, конечно... Это потом уж он, в общем-то, был удивленный. Ну, в общем, возвращаемся. Приехали на поезде сюда. Ну, здесь тоже не особенно была встреча со стороны прессы, потому что то ли... Вообще, по-моему, никакой прессы да не было. Там Пивоваров что-то был, снимал. Да, и все. Я просто очень хорошо помню, когда прибил. Поезд подошел не к перрону, как сейчас вот перрон, да? А нужно скидывать ступеньки, да, и там выходит женщина, значит, протирает тряпками, значит, эти поручни, да. И вот я увидел Рудольфа, да, и вот он вышел, да, и только взглядом вот, пустота. Смотрит, кто, то есть, даже, может быть, не то, что пресса это ожидал. Мне показалось, он был немножко напуганный, да, вернее, даже не напуганный, напряженный, он был напряженный. Чувствовал в взгляде, как он все это просмотрел. Ну, в общем, никого из прессы, будем так говорить, соответственно его рангу не было. Да. Вот мы его, значит, повезли сразу в отель молодежного центра тогда, на 5-м этаже такой был люксовые номера. Он говорит, ну, пойдем пешком. Я говорю, почему? Вот лифт. Да лифт не работает. Я говорю, ну как не работает? Работает, пойдем. Тык-тык-тык. Я уже говорил, лифт не работает. Нет, он не так сказал. В России не может работать лифт. Я возвращаюсь в Париж. Поселили мы его, и предварительно директор мне сказал, что ты будешь с ним постоянно. То есть весь день куда на репетицию, с репетиции, на обед, с обеда, в общем, все время. И я до где-то 14 что ли, марта был, все время обслуживал я его. Вот. С обед, на обед, понимаешь. Потом-то он улетел в Петербург, потому что 17-го день рождения было, марта, и он улетел к своим друзьям в Петербург. К нему был представлен дирижер, он все-таки молодой дирижер еще. Он ведь стал дирижером с подачи Герберта фон Караяна. Это он его рекомендовал, мол, карьера заканчивается, а чем заниматься? Там может быть дирижирование. В общем-то, он посоветовал ему заняться, и он поверил в себя, что он может быть дирижером.
Но когда мы вернулись, это вот уже была оркестровая репетиция «Щелкунчика» непосредственно в нашем театре, я помню, спустился специально в оркестровую яму к артистам оркестра и сказал: вы знаете, конечно, Нуреев не Гербер фон Караян, понимаете, и не Моровинский, да, вот. Он, конечно, в первую очередь величайший танцовщик, но, говорю, представляете, вот кто-то из вас вот может, закончив карьеру, скажем, нет, музыканта, да, взяться, скажем, стать художником или еще что-то в таком духе, вряд ли. А он нашел себе силы, энергию, значит, как желание, какое-то стремление, вот. Поэтому, говорит, имейте в виду, потому что вы сейчас немножко недопонимаете, пройдет время, и вы поймете, с кем вас свела судьба. И надо сказать, что оркестр наш, тогда, когда уже шел спектакль, да, потрясающе сыграл, понимаете. Рудольф, он же как балетный человек, кожей чувствует темпы, которые нужны артистам, понимаете, кожей. И было очень удобно всем актерам танцевать, но оркестр проявил свою высочайшую профессиональность, да, и звучал оркестр хорошо, и все. Ну, в общем, все было хорошо. Ну, я продолжаю, значит. Вот мы... Можно один вопросик, Да, Владимир Алексеевич? Вот да. как раз именно про трактовку «Щелкунчика». Он как-то по-своему его преподнес или как? Вот вы же были на этих репетициях? Что Нет, там была изменилось? это довольно казенная редакция, да, если вы имеете интерпретацию как дирижеры, да, нет. Я ничего такого, собственно говоря, и не услышал. Да. Чайковский, он есть Чайковский, там особых таких каких-то вариаций, по большому счету, и не должно быть, понимаете. Просто должен звучать оркестр хорошо, вовремя вступать, хорошие темпы, нюансировки, конечно, где-то пиано, где-то форте, где-то глиссанды, где-то какие-то такие нюансы, которые естественны в этой профессии. Но какой-то особой интерпретации, какой-то, знаете, такой, нет, он очень академично. Это дай Бог справить с тем, что... Да, да нет, такой задачи-то и не ставился, это и его не ставил, мы не ставили. Самое главное, задачи. что Рудольф за дирижерским пультом. Вот это самое главное было. И еще один момент, когда это закончился спектакль, он поднялся, значит, на сцену за кулисами, где этот пульт управления, режиссерский пульт управления. Отсюда обычно выходят все на поклон, вот выходят одни, там солисты, там очень артисты балета, потом солисты. А он сидел такой, на стульчике сидел такой, очень счастливый был. Вот фильм «Берегись автомобиля», я сразу вспомнил этот фильм, Смоктуновский, если помните, последний кадр, да, едет троллейбус, да, с этой актрисой. Он встречает после тюрьмы. И у нее такая улыбка, такая счастливая, да, и такие глаза открытые, да. Вот я когда увидел Рудольфа, вот я сразу вот вспомнил это Иннокентий Смоктунов. Он такой же сидел счастливый, да, то, что вот произошло, вот это, то, что он вышел в оркестровую яму, дирижер, прошел спектакль, да. Я ему говорю, Рудольф, вам пора идти на поклон. Он говорит, я говорю, вас ждет публика. Ну, я говорю, идите. И вот он испытал какой-то, очень такой счастливый момент в своей жизни. Он вообще без искусства, без работы, без балета мы не мог. Но я не знаю почему. То ли мы потому что окружили как-то сразу, как окружили его, понимаешь, вот, какой-то заботой. Потому что для всех нас он был просто великий танцовщик. Не более того, понимаете, все остальное это личное. Это личное, все остальное это личное. Да. Близко даже не было ничего. И политическое мы не обсуждали. Да. Абсолютно. Вот. И он то ли из-за этого, да, он как-то так... Доверился. Он как-то... Мягкий был. Мягкий стал, вообще никаких ни претензий, поползновений не было даже в сторону вот этого. Попыток, да. Ну, представьте, вот Юра сказала, номер люкс. Это советское время. Что такое номер люкс? Так себе. Это, понимаете? Ну, это 2 комнаты, да. дополнительно диван и телевизор. Все, вот это называется это у него, номер для люкс. него, у которого острова, квартира в всех частях это света. Совершенно он не кичился, ничего. То есть был он очень скромен. Поэтому я говорю, мы с ним говорю, отчество я узнал буквально не так уж давно. Хамит, еще так все, Рудольф, Юра там, понимаете. Вот. Ходим Баумана, на улицу Баумана. Ну,
я говорю, я сам-то, говорю, вроде в театре работал и не знал ранг его, масштаб его личности. Какой-то мальчишка подбегает, лет 20, наверное. О, Нуриев, а можно у вас какую-нибудь монетку попросить? Ну, возьми. Раз, монет какую-то. То есть кто-то визуально даже узнавали, в общем-то, в те времена. Было такое. Хотя не было сотовых телефонов, Да, такой да, да, связи-то да. Вот. не было, да? Вот и финал тоже, когда уже, собственно говоря, уже спектакль прошел, я говорю, Рудольф, балетная труппа хотела бы с тобой встретиться в балетном зале, ну, уже просто так, по-человечески, так вот, ну, не на репетиции, не на спектакле. И он пришел, да, и вот что меня поразило, да, вернее, я об этом подумал уже чуть-чуть позже, когда он ушел из жизни. Но я просто вспомнил, он не просто так вот кивнул головой, там, здравствуйте, здравствуйте, да, он практически подошел к каждому артисту, протянул руку, да, и на мой взгляд, он даже не столько здоровался, он сколько прощался с каждым актером. Он же понимал, что ему это осталось Он все отпущено совсем. И вот он, а для артиста балета, для него это были, ну, его, так сказать, аура. И вот и он каждому смотрел в глаза, каждому подошел, пожал руку. И вот потом, когда он ушел, я понял, что он это, в этом рукопожатии, скорее всего, было прощение. Выводили, значит, вип-салон. Ну, мы его прямо там я... Вип такой салон, да. Вот. И мы пришли туда, да, прессы, да черт, ты понимаешь, все с камерами, да. Это уже в мае, да? Да, в мае. Родик выходит, да, такой счастливый, значит, да, думает, ну сейчас все к нему ринутся, да, и только все мимо него так просочились, да. Вот такой взгляд, оказывается, приехал этот... Пенкин. Пенкин приехал, Пенкин, и все бросились снимать Пенкина, да, вот, и мимо Рудик как... Кто ну, такой? самое интересное, это Рудик повернулся, о, ты что, Пенкин, что ли? Пенкин. Ну, тоже, кстати, и не обиделся. Да, Не вот обиделся. такой случай, Хотя, конечно, понимаете, вот, это, ну, как вот, две Ну, личности. да. Пенкин, конечно, хороший певец, Да, но безусловно. ранг да. другой. Ну, это не мировая же это звезда. Ну, интересный случай. Так что вот так. Юрий Павлович, как возникла идея предложить Нуриеву назвать фестиваль его именем? Вы знаете что? После окончания спектакля мы собрались в ложе директорской. Много народу было, человек 20, что ли, пресса и прочее. Ну, я, в общем, наверное, это директор предложил. Это сейчас да, не Рафаэль, помню уже, да. что... До этого он несколько спектаклей просмотрел. Он познакомился с труппой вообще. И вот когда случилось все это дело, с учетом того, что он посмотрел труппу, и он согласился. Он где-то и прямо на афише расписался. То есть он с сознанием, то есть уже с опытом каким-то, своей, с точки зрения ознакомления с труппой, он уже с полной правом, не потому что ему неудобно, ну ладно, ничего подобного. Он дал в осознании своего такого великого танцовщика, что он посмотрел на труппу, труппа соответствует его представлению о профессионализме, и он в этой связи дал... Я, кстати, меня спросил, это была репетиция, я говорю, Рудольф, ну, свежим взглядом, так, посмотри, какое-то замечание это. Он сделал только, только одно замечание, которое я сам об этом хорошо знал, да, но это просто, Володя, следи за стопами артистов балета, следи за стопами, вот. Ну, практически все. То есть я достаточно высоко оценил это балетную труппу, уровень профессиональный, да, вот. Но кажется, здесь есть определенные недостатки. Поэтому, да, то, что он дал это разрешение носить, это было, в смысле, то есть для нас оценил, да, для нас почет для нас. Он оценил труппу и решил, что да, это достойно. Как вы думаете, как изменился театр и фестиваль после его приезда? Ну, очень сильно изменилось. Вы знаете, когда мы начинали весь фестиваль, мы же очень скромно начинали. Фестиваль классического балета, все. Фестиваль классического балета. И первый солист, которого мы приглашали, это был, ну, скажем, там, Пермь, там, Новосибирск, там, еще что-нибудь в таком духе, да. Но потом чуть стали приглашать, значит, там, это, из Москвы. Но каждый раз, когда мы разговаривали
солистами по телефону, мне приходилось очень долго объяснять, да, что Казань это Находится вот не там, дыра, это что это, понимаете, ну, что это культурный город, это исторический город, где много университетов, и театров, и музеев, там, и прочее, прочее. Да. То есть приходилось даже, знаете, как-то уговаривать иногда, уговаривать. Вот. Потом, когда фестиваль набирал свою силу, вот, обороты с каждым годом, вот, и потом, знаете, эти актеры, они как? Актерский мир, он ведь очень тесный. Понимаете? Если актер встречается, даже с кем он никогда не встречался, скажем, в другом театре, то выясняется, что, значит, то ли они у одного педагога учились, то ли они в одном училище учились, то ли там еще кто-то знали. То есть этот мир очень тесно связанный, да. И поэтому, когда приезжают, скажем, после фестиваля в свой театр, где ты был? Да вот был Казань. Казань, а что, ты знаешь, что Казань-то? Мне так понравилось. Во-первых, у нас была очень хорошая всегда организация труда. Понимаете, очень четкие расписания, встречи, проводы, расселение там, и прочее. Поэтому это мнение очень, резюме это разносилось по театрам очень быстро, да. А уж когда фестиваль получил титул Рудольфа Нуриева, да и международный, да, и Рудольф Нуриев, то нас уже практически уже балетный мир уже очень хорошо знал. Причем не только, скажем, в России, но и, скажем, и в зарубежных странах. И уже приглашать стало намного проще. Понимаете? Тут вся сложность только состояла, свободен актер или не свободен в этот момент, понимаете? То есть, может быть, занят у себя в репертуаре. А так даже обижаются. Смысл ведь этого фестиваля, чтобы это разнообразить, понимаете? То есть это мы не можем одних и тех же приглашать, да? Вот. Смысл в том, чтобы, значит, как много новых каких-то. Хотя бывают случаи, конечно, не бывает. Часто, когда одних актеров мы очень часто приглашаем, как тоже Денис Матвиенко, который в свое время был любимцем публики, и он практически принимал участие во всех фестивалях, во всех премьерных спектаклях. Ну, с 20 лет мы с ним работали, да? Гастролях, да. А можно я немножко инициативу возьму в свои руки? И... Нет, не сотворение. А вот от имени тебя задам вот, Владимир Алексеевич, вопрос. Скажи, пожалуйста. Каверзами, наверное, как-нибудь. Как родился фестиваль Нурийский и почему в мае? Вот это, я всегда в этом отношении завидую оперным. Вот фестиваль в феврале. Как замечательно. Зима, только себе и работай. Никуда не ездят. Весна. Это мой самый любимый месяц года, да? Вот. Когда можно, просыпается природа, можно поехать на дачу, немножко отдохнуть. Нет. Самая тяжелая работа переходится на май месяц. Ну, это, понимаете, это Юрий Павлович, хитрый ведь, администратор, насколько я так понимаю, может, он поправит мне, в мае, потому что в основном наш российский Я сначала на первый вопрос ответить. Ну, сейчас отвечу. Почему в мае? Нет. Потому что в мае это все на даче, а никого в театре нет. Поэтому давай с дачи надо как-то... На второй правильно ответил. А на первый? А какой у тебя был первый? А как он родился вообще, фестиваль? Ну, после Шаляпинского фестиваля, когда был Шаляпинский фестиваль оперный, и он прозвучал, в общем-то, и было понятно, что очень хорошая отдача пошла, потому что пошли приглашенные солисты, это оперы, вот, и сразу уровень спектакля поднялся. Вот. И тогда было принято решение. Да? Ты хочешь сказать, что ты предложил, да? У нас тогда директор собирал вторники. Помнишь, да? Да, все да, службы собирались, и, были и замечания в разных цехах, в адрес разных цехов звучали, да? Вот. Правда, потом прекратил все дело. И это после Шаляпина фестиваль состоялся. После 6-го там какого-то. Но поскольку, как вот Володя правильно сказал, что в апреле, в конце, май вообще люди перестают почти что ходить в театр. Мертвый сезон. Понимаете? Люди, от в огороды и прочее. Ну, было такое, чего что говорить-то, понимаете. Вот я возьми и предложи, Рафаэль, а почему бы нам не сделать что? Ну, это балетный фестиваль. И в мае месяце сделал. Тогда был худрук у нас Лариса Васильевна Исакова. Исакова. Она как-то раз,
Ага, давай. И мы буквально в мае месяце, через 2 месяца организовали этот фестиваль. Ну, дней 6 что-то как-то был там, понимаешь? Да, это Вот. всё. И пошло, и поехало. Вообще после нас очень много городов. Сразу Практически же. все театры стали тоже проводить фестивали. Не сразу, нет, гораздо позже, гораздо позже. Но там были фестивали, скажем, которые длятся, скажем, неделю. Или, скажем, раз в 2 года он проходит. Или, например, фестиваль, где, скажем, 2 оперных спектакля, 2 балетных спектакля, да, а вот такого фестиваля, Как у нас, да, как у нас, 2 таких фестиваля, скажем, когда целый февраль, это идет оперный, это фестиваль, и, скажем, сейчас май 12 представлений дает балетный. Я что такого не знаю, что были какие-то... По полной аналогии, ни оперных нет, ни балетов фестивалей нет в России. В таком масштабе, Да. по такой протяженности и в таком многообразии репертуара. Как вы думаете, в чем феномен Нуриева? Феномен, да? Вы знаете, ведь если говорить вот как исполнительское мастерство, да, на то время, да, когда он сделал свой знаменитый прыжок в Орли, да, он всех удивлял, конечно, своей техникой, да. Но чуть-чуть прошло буквально немного времени, появился такой, как Михаил Барышников, который в техническом отношении даже, я бы сказал, превосходил, да. Появился Владимир Викторович Васильев, который, на мой взгляд, да, ничем не уступает Рудольфу Нуриеву, и может даже в некоторых вещах и выше его. Значимость Рудольфа, на мой взгляд, значимость Рудольфа Нуриева прежде всего заключается в том, что он вернул западной публике интерес к классическому балету. Именно благодаря своей виртуозности, своему характеру, понимаете. Вот. Потому что он стал пропагандировать и все классические спектакли, и Дон Кихот, и Жизель, и Спящий, и Баядерка, и Щелкунчик, и так прочее. Он вернул публике любовь и интерес к классическому балету. Вот мне кажется, вот основная заслуга, если брать такой в мировом таком масштабе, да, вот, я считаю, что именно это. Но плюс к этому, конечно, его обаяние артистическое, его напор, вот эта танцевальная его динамика, все это подтверждало, да. Вот. Но вот я считаю, что самая главная заслуга его заключается именно в этом. Вы знаете что? Ну, я целиком согласен с Владимиром Алексеевичем, естественно. Но еще тут играл, конечно, его характер, такой напористый, динамичный, понимаете, не похожий на представитель западного мира. Это нечто другое, что-то восточное, с чем они, в общем-то, столкнулись и ошарашены были. То есть он и очень эпатажный был. Вот этим он брал в сочетании с своим профессионализмом. Конечно, он всех их взял в объятия, весь этот западный мир. То есть вот человек планетарного масштаба, и именно он произошел, в смысле, выходец из России. Вот это очень важно. Вы знаете, мне кажется, он сломал стереотип западной публики, вообще понятие Россия, да, русский народ, да, потому что, ну, я, конечно, мыслю все-таки по-российски, а не по-европейски, да, но я думаю, что как бы люди свободные только, значит, во Франции, в Германии и вообще в западных странах. Люди из России – это забитые полурабы, да, ну, может, в какой-то степени это и соответствовало действительности, да, но когда ворвался вот этот свободный мир свободолюбивых людей, самый свободный и самый несвободный, как они думали, страны, да, самый независимый, вот, который вообще не признавал никаких авторитетов там и прочее, да, вот он сломал в какой-то степени стереотип
вообще о нашей России, да, и показал, что в России это величайшая культурная страна, потому что он был представителем все-таки петербургской, русской балетной школы, и как танцовщик, и как балетмейстер. Он же очень много ставил спектаклей именно классического репертуара, да, опять повторяется, тоже «Щелкунчики», и «Дон Кихот», и «Лебедины», и «Спящие». Вот это тоже сыграл какой-то такой, понимаете, на мой взгляд, положительный эффект. Юрий Павлович, вы о нем писали стихи? Да. Может быть, прочтете нам? «Танец с вечностью» посвящается Рудольфу Нуриеву. В каком безумье вдруг, с какой беспечностью он был поставлен в круг на танец с вечностью. Казалось, жизни путь усыпан розами, но не дано вернуть прогулок с росами. Все так же солнце круг по небу мечется, но только боль утрат никак не лечится. В каком безумье вдруг, с какой беспечностью он прыгнул в этот круг на танец с вечностью. Владимир Алексеевич, Юрий Павлович, я благодарю вас за эту беседу. Вы дали нам возможность окунуться в ваши воспоминания, и как будто бы мы сами с ним соприкоснулись. И большая вам благодарность за то, что наш фестиваль до сих пор процветает, и дай Бог, чтобы это длилось всегда. Спасибо вам большое за беседу. Любите балет, чаще ходите в театр. Мы вас ждем. Мы рады всегда вас будем видеть здесь, в наших стенах.